Сәлем достар, жаңа жыл, жаңа жоба. Бұл Зияткер Лайф подкаст және бұл жерде біз сіздерге қызықты және маңызды тақырыптарды талқылаймыз. Ендеше кеттік. Бүгінгі тақырыбымыз көшбасшылық, яғни лидерство. И для этой темы специально мы собрали самых выдающихся, самых ярких лидеров нашей школы. Конечно же, это Адель Аяру, 11 С класс. Она неоднократный призер Олимпиад по казахскому языку. И, конечно же, Нурдаулет Хайдар, 12 А класс. Он вообще у нас международный призер по экономике, призер республиканского уровня. То есть он у нас экономику знает очень хорошо. И, конечно же, с вами я, ведущий этого подкаста. Я как бы по сравнению с ними просто как дополнение здесь сижу. Баймуканов Анис и по совместительству президент НИШ-ФМН города Уральск. И для гостей, для вас первый вопрос вообще, как вы себя чувствуете, какие у вас ожидания от подкаста, вообще вот какие ваши мысли, идеи? Спасибо, Анис, да. Здравствуйте, дорогие слушатели. Небольшая поправочка, 12 И класс, так просто. Извиняюсь, да, 12 И. Вообще, я в предвкушении довольно-таки, какие вопросы сегодня услышать тебя. Вообще, в целом, лидерство довольно-таки актуальная тема, особенно в современном мире. Кажется, чем больше лидеров, тем наш мир лучше. Мен де Нұрдаулетпен толықтай келсем. Негізінде подкастты мен шын жүректен сүйемін, және де осы жерде отыру мен үшін бір жетістіктердің бірі деп санаймын. Я вот, как вы, в первый мой опыт подкаста, правильно же? Никто из вас до этого не снимался? Есть. Да, я прям вообще, как у вас небольшое волнение есть, небольшие, но в то же время это волнение, оно как бы сопряжено с ожиданием вообще, вот что нас ждет сегодня, каким выводом мы сегодня придем. Я поэтому очень рад, что мы сегодня здесь с вами собрались. И вокруг да около ходить не будем, давайте начнем с самого такого простого первого вопроса, как бы на засыпку. По вашему мнению, кто такой лидер, как он выглядит? Если хотите, приведите свои примеры, можно из истории, можно из своей жизни. Я думаю, всем будет очень интересно вас послушать. Ну, вообще, в целом для меня лидер — это человек, который способен, давайте три вещи: объединять, вдохновлять и координировать людей. И вообще в истории довольно-таки очень много примеров таких выдающихся личностей, которые были лидерами и которые смогли как-то сильно повлиять на целом историю и развитие нашего мира. Вот один из самых примечательных для меня личностей — это Александр Великий. На самом деле я очень люблю историю и такие личности, которые смогли вдохновлять миллионы людей, вести их за собой и покорять новые неизвестные территории. Это для меня своего рода inspirational, извините за мой английский. И в целом я считаю, что лидеры, они... По моему мнению, лидер — это человек, который способен вести за собой свой вид людей и как бы объединить их какой-то общей целью. В основном, типа, если так мельком задуматься об этом, то у меня в голове сразу вспоминают три ассоциации с лидерством связанные, с лучшими качествами лидера. Это объединять людей, вдохновлять людей и навигировать людей. Мен де келсем толықтай. Жалпы көшбасшы, яғни лидер. Лидер ол lead деген сөзден шығады, яғни басқару. Көшті басқаратын, бастайтын адам, яғни белгілі бір топ өкілдерін өзінің артынан бір ортақ мақсатқа, олардың бірге бастапқы олардың ойларына, ниеттеріне қарамастан барлығын бірге қанағаттандыратын, бір мақсатқа жеткізе алатын адам деп есептеймін. Думаю, можно сказать, замечательные ответы, прям такие обширные. А Нурдаулет такую вещь сказал, он упомянул слово «вдохновлять». И у меня вот такая цитата, пока я готовился, нашел цитату Нельсона Манделы. Лидер — это не тот, который управляет, лидер — это тот, кто вдохновляет людей. Вот такая цитата. С ней можно согласиться, можно не согласиться, как бы это неоднозначное мнение. Вот хотел у вас спросить, вот по вашему мнению, предназначение вот этого лидера в любой сфере, оно какое? Его как бы конечная цель, чтобы когда он уже там на пенсии был, он думал, да, я как лидер, я уже прям состоялся, чтобы прям было чувство удовлетворения. Да, однозначно нет, конечно. Цель лидера — это прийти к какому-то определенному результату. Чтобы прийти к результату, как ты уже сказал, вот я полностью согласен с данной цитатой, действительно, тот факт того, что лидер должен вдохновлять людей, это очень важно. Есть цель, любая цель, это может быть что угодно, любая сфера, там,
утрирую, создать лекарство от рака, и я уверен, что ни один человек без, не знаю, который работает в команде над таким проектом, не сможет прийти к быстрому и качественному результату, как бы просто делая это. Да. Однозначно должны быть, не знаю, какие-то стимулы. Например, лидер, если он будет говорить, мы сможем это сделать, если он будет предлагать какие-то, возможно, какие-то интересные кооперативные собрания, где-то все будет обсуждаться, какую-то инициативу проявлять. Говорит, что, это мы все сможем. Да. There's nothing we can't overcome. То действительно, человек мотивацию поднимет и как начнет усерднее работать. В принципе, можно было и на английском интервью, мне кажется, сегодня проводить. Қай топта болсын, ортада болсын, әрбір сыныпта сондай лидер деген атаққа ие бір тұлға болу керек. Өйткені негізінде лидерді айтпай-ақ сол топтан тауып алуға болады. Яғни ол адам өте сондай жарқырап тұрады деп айтуға да болады. Және де менің ойымша әрбір адамда жалпы бойында сол көшбасшылық қасиет бар, және де соны тек дамытып қана қоймай, әрдайым топтың сеніміне ие болып, соны тек дамыту керек деп ойлаймын, және де әрбір адам лидер болуы тиіс. Замечательные слова. Как Нурдуле сказал, мотивацию надо поднять, а Яру ее подняла после этих слов, то, что любой может им стать, такие там оптимистичный очень настрой. Я с тобой абсолютно в этом согласен. А можете ли вы привести примеры, когда вы прям реально проявили свои лидерские качества, когда вы прям повели за собой людей и достигли успеха? Ну, может, не обязательно достигли успеха, но повели за собой людей. Такое в жизни тоже бывает. Да, вот я припоминаю, недавно участвовал в Олимпиаде, да, это экономическая олимпиада от не Национального банка, а от Форте-банка, который был спонсирован Форте-банком. И как раз таки там олимпиада подразумевала участие троих учащихся. И вот я решил проявить инициативу и все-таки собрать команду. И вот такие связи, которые я приобрел при участии в других олимпиадах прошлых, там, в Словакии, Греции, они зарешали, и я смог найти довольно-таки прям сильных ребят, которые тоже разделяют мое мнение о важности экономики, вообще в целом в жизни каждого человека, в принципе, в государстве и так далее. И вот, взяв на себя роль лидера, я почувствовал все преимущества и все бремя, которое он испытывает. В нашем случае у нас, получается, был первый тур, это подготовка к Олимпиаде, к знаниям из учебника, теории. Да. А второй уже был бизнес-кейс, то есть нам давали какой-то кейс, в нашем случае это была какой-то основной государство. Ближе к практике, короче. Да, ты прав. И что в первом, что во втором туре мне действительно пригодилось как-то проявить эти лидерские качества. Например, это мы давно участвовали, это где-то полгода назад было в Олимпиадах. И для того, чтобы, не знаю, как-то показать все равно хороший результат, нужно было обязательно подготовиться, повторить многое. И для этого я организовал Google Meet, где мы просто быстро ревайзали каждый топик. Также после этого у нас были... Я ставил какие-то вопросы, брал с нета, некоторые сам составлял. И вот отвечая на них и отделяясь мнением между друг другом, мы смогли, во-первых, найти командную работу, которая нам сильно пригодилась, и, во-вторых, опять же, повторить материал. То есть здесь уже этот пример успешного Айру. Тоже вот у тебя интересно узнать. У нас вообще, во-первых, такое небольшое лирическое отступление с Дером Нурдулет, у него опыт вообще большой за границей. У него, вы чувствуете, сколько у него там промелькивает слов на английском, он прям человек, который участвует много в международных различных конкурсах. А вот Айру, у тебя немного другая картина. То есть у тебя казахский язык, республиканский уровень, то есть ты как можно сказать, прям близко к родине, если так вообще можно выразиться. А вот у тебя какие примеры лидерства есть из своего опыта? Тем более, все-таки у тебя совсем другой уклон, у тебя, может быть, совсем другие интересные истории есть. Шыны керек, қазір айт дегенде ауызға түсіп қояр жағдайлар есіме түспей тұр. Алайда менің ойымша тек лидерство ол деген мансапта немесе жұмыста, мектепте бір көшбасшы болып, солай өзін-өзі көрсету қабілеті емес. Одан да бөлек сен әлеуметтік топта немесе әрбір белгілі бір ортада өзіңді өзің көрсетіп,
артыңнан адамдарды жүргізе алу қабілеті деп есептеймін. Сол себепті менің жалпы сыныпта менің дауысым бір құндылыққа ие деп білем. Жалпы сыныппен бірге шығатын уақытта әлде андай мұғаліммен бір сөзге келісіп қалсақ, сол кезде Аяру сен айтшы, Аяру жасай салшы деп айтатын достарым өте көп. Және де әрбір адамның бойында ондай қасиет те бар шығар. Сол себепті мен ондай күнделікті өмірде де өзімді лидер түрінде көрсете аламын. Және де соған өте қуаныштымын. Сондай-ақ, Анис, сен де президентсің ғой, сен де өз тәжірибеңмен бөлісіп кетсең. Перевели на меня. Я, во-первых, скажу, получается, Аяру, во-первых, два вывода мы сделаем. Тебя все слушаются, а второе, если надо ссор переносить, все идут к тебе, получается, да? То, что поговорить с учителем, это все понятно. Ну, президент, не президент, вот это для меня картина очень знакомая, то, что вот... Не, я в Греции не был, я сразу скажу, я в Греции, до этого человека, пока я, как сказать, его опыт я еще не познал, но вот как Аяру, ссоры я постоянно договариваюсь переносить, это вот для меня, скажем так, не впервой и не редкость. А вот если как говорить о примерах лидерства, то, конечно, президентство это вот первое, что приходит мне на ум, потому что вообще я не люблю такое тоже отступление сделать, говорить я, то что вот я победил, я собрал людей, это слишком громко, потому что любой человек, даже самый крутой лидер, он все равно работает с командой. Конечно, вот в моей команде все были очень важны, и очень-очень мне, конечно, помог вице-президент, это Басерова Дильназ, с ней мы очень большую работу проделали. Вот летом, в течение агитации, это был такой сумасшедший период, когда вот одно мероприятие на другом, там до 9 в школе мы сидели, до 10, какой до 9, до 10, даже иногда позже оставались. Я, может, путаю, конечно, но выходили, когда темно было. И вот этот период такой напряженный, вот именно в эти моменты нужны вот эти лидерские качества, то, что людей надо вдохновить. Не все до 9 просто любят сидеть в школе, в пустой школе. И надо замотивировать людей, надо показать то, что действительно общее благо. И в этом плане, конечно, это вот первый мой пример. Но президентство это не все, чем я вот могу ограничиться, это просто как один из этапов жизни. Но вообще это большой-большой опыт, вот как лидером стать, потому что это, конечно, совсем другой уровень после всего, что ты до этого в школе проходил. А вот вообще, чтобы лидером стать, вот какие-то советы, может быть, у вас есть, вот, может, какие-то качества обязательно любому лидеру присущи. Вот вы как считаете вообще, какой должен быть лидер, вот прям картинка идеального лидера? Я уже упоминал качество, но я повторюсь, еще добавлю, чуть расширю спектр. Да, обязательно. Лидер, он должен объединять людей. Но давайте представим простую картинку. Есть офисный работник, есть босс. Офисный работник не любит босса, он делает работу плохо. Офисный работник любит босса, он делает работу лучше. И то же самое, в принципе, можно сказать о любой команде. Если люди эмпатизируют друг другу в команде, тогда они работают намного эффективнее. А если нет, то и результат будет не очень. Поэтому лидер, он, как-то своими путями должен команду сплачивать, и это сильно тоже влияет на результат. Ну, тут иногда другая ситуация может быть. Если боссы не любят, работу делают плохо, а если боссы любят, работу делают плохо, но с угрызениями совести. Здесь иногда вот такие могут быть ситуации, потому что как бы ответственность никто не отменял. Я вот от себя немного добавлю. Самое такое вот главное, наверное, качество лидера – это ответственность, потому что вот по президентству Аяру спросила, если спросил, я уже договорю, если вот косячу я, неважно, серьезно, несерьезно, очевидно, за косяк отвечать буду я, если простым языком говорить. Если я доверюсь своим людям, если я попрошу что-то сделать, и они вдруг накосячат, отвечать буду я в любом случае. То есть это как бы нет такого понятия общий косяк, есть мой косяк. Общий косяк это чисто внутри команды. Но для людей со стороны есть вот как бы только я и все. Это и хорошо, и плохо бывает. Пример из истории приведем. Все знаете Кеннеди. Джон Кеннеди. Джон Фиджеральд Кеннеди, как его американцы JFK называют, он один из самых любимых президентов США. И хоть он со стороны казался как актер из Голливуда, он на самом деле был очень начитанный, очень такой глубокий, проницательный человек. Вот была такая смешная история. Каждое утро ему вот приносила, горничная или как секретарша, там по 15-20 журналов. Один журнал 60 страниц. И он, кажется, эти журналы вообще не трогал. Через час она приходила, забирала и каждый день думала, вот вообще, грубо говоря, зачем я вообще это делаю?
какого черта вот каждый день меня просят эти журналы таскать по 60 страниц, если он не читает их. И только потом, когда уже много времени прошло, они узнали, не поняли, а узнали то, что Кеннеди, оказывается, за все утро все эти журналы успел прочитать. То есть вообще очень много лидеров обладает навыком скорочтения. То есть они могут проглатывать книги и не просто проглатывать, а вычленять из них самое важное. Это прям, если вы почитаете, все такие были. И советские руководители, и руководители США, и если еще назад в историю уйти, везде такие были. И вот вопрос к вам, как вы относитесь к книгам, потому что на самом деле эта тема очень близкая. Может, вы какие-то можете посоветовать литературу, которая помогла бы вот развить себе качество или что-то открыть для себя новое? Сходу, наверное, тяжело отметить. Да, очень неожиданно. Ну давайте я в принципе... закину книгу, тогда одну, вот спросим ваше мнение. 7 навыков высокоэффективных людей Стивен Кови. Наверное, все слышали, это прям такая книга. Слышал? Нет. Ну ладно, ничего страшного. А я слышала, вот, например, вот на эту книгу, и не обязательно эта книга, вообще, что ты вот насчет этого думаешь, насколько книги полезны для лидера? Өзімді дамытуға арналған кітаптарды айтатын болсам, осы лидерствоға қатысты Джон Максвеллдің лидердің 21 міндетті қасиеті деген кітабын айтқым келеді. Бұнда жалпы сол қасиеттерді қалай дамытуға болады, қалай лидер болудың қағидаттарымен бөліседі. Жаңа айтып кеткен қасиеттер де сол кітапта алынған, сол себепті бәріңізге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Да, я считаю, это очень полезный навык, читать книги и быстро усваивать информацию. Вообще, ну, лично я не особо интересуюсь литературой, однако все-таки есть дюжина книг, которые действительно мне понравились и которые я считаю, что сильно помогли для личностного роста. Давайте быстро пройдусь по жанрам. Если уж говорить о фикшене, то моя любимая книга — это Джордж Орвелл «1984». Это великолепная антиутопия, которая действительно показывает то, что нацистский режим, он невероятно отвратителен, и от такого лучше держаться в стороне и не допустить вообще такого поведения государства в мире. Хотел бы быть лидером, как большой брат? Нет, спасибо, я воздержусь. Так, если нон-фикшн, что-то более классическое, то мне очень нравится греческая литература. После полета в Грецию. Ну, возможно, это повлияло, да. Но в основном я в целом спонтанно на них наткнулся, и вот книга Аврелия «Meditations» сильно заложилась у меня в сердце, и многие практики я беру оттуда. Это который сборник его цитат, личный дневник, который, да? Да, это получается, он каждый день вел свои записи, и в итоге, когда записи нашли, из него сделали книгу. Не знаю, хотел бы он, нет. Это как этот цитатник, красный цитатник Мао Цзэдуна вот этот, в Китае. Я от себя быстренько добавлю, прежде чем мы дальше перейдем, очень люблю книги Эриха Мария Ремарка. Очень много, я там 7-8 романов его точно прочел. И есть еще «Братья Стругацкие». Но опять мы уходим в тему книг, я уже так мысленно себя ограничиваю. Есть темы более, вот книги — это все-таки что уже прошло. Хоть это урок можно извлечь из них всегда, но это где-то уже так позади. А вот есть такая проблема, которая и в книгах часто поднимается, то что родители — это как проблема поколений. Родители и дети — извечная проблема. Родители не понимают детей, дети не понимают родителей. Не бывает ли такое, то, что родители вот вас руками толкают? Все, иди, я ничего не знаю, ты у нас будешь лидером. Нет, ну да, давление со стороны родителей, оно возможно, но все-таки я бы не стал бы делать акцент на том, что лидерство — это все в нашем мире. Да, бывает много, ну это зависит от характера человека однозначно. Является он интровертом или экстравертом, какие у него цели на будущее. И если вас уж так подталкивают, а у вас нет никакого желания, то я бы не стал бы подавляться прессуром с таким, и все-таки продолжал бы заниматься тем, что нравится, да? Қалай да болмасын, әрбір ата-ана өз баласы үшін еш жамандық ойламайды. Әрдайым оларды топтың көшті баста, екінші болма деп санасына құюдан жалықпайды. Мен жеке тәжірибемне айтатын болсам, менің де ата-анам үнемі мені алға суырып, түрлі шараларға қатыстырып, жастайымнан сондай лидерлік қасиеттер дамытуға тырысты, және де мен үлкен алғысымды білдіремін. Бұл бірегей бір рөл ойнаған секілді. Бірақ та
меніңше бәрібір де лидерлік емес, жалпы адамның табиғатына да бірталай дүние байланысты, және де қалай да болмасын адамның табиғаты бұнда үлкен рөл ойнайды. Бала қатысқысы келмесе қатыспай, немесе ондай қысымға түспеу керек деп ойлаймын. Осы жерде енді мен сіздерге айтқым келіп тұр, бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздердің ойынша көшбасшылық ол туа біткен қасиет пе, әлде оны дамытуға болады ма? Да, есть такая common дилемма, которая называется nurture or nature. И я полностью поддерживаю именно первую сторону, то, что все наши навыки, они развиваются только во время процесса обучения, а не так, чтобы генетически тебе было заложено то, что ты будешь математиком, и ты действительно вырастаешь хорошим математиком. Нет, может быть генетически заложено то, что у тебя больше предрасположенность к решению задач математических, но все же есть по-любому другой человек, который просто своим стремлением может перебить твои якобы дар. Здесь я такую как бы серединную позицию займу. Талант должен быть, но это намного меньше, чем усилия. Вот в процентном соотношении, как, ну, может, утрированно, 1% талант, 99% это усилия. Тут, наверное, побольше, там 15% талант, 20%, но без усилий этот талант, он не доведет вас далеко. А вот с усилиями, ну как, все вы можете, вот к экономике готовиться, это сколько времени надо, к казахскому языку со всеми его, как у меня вот опять английское слово, после только английский в голове, вот со всеми его тонкостями, со всеми его особенностями, сложностями языка, это же тоже очень много времени надо. Ну согласитесь, это очень большой труд. И если вы просто вот родились, вот, например, ты казахский язык и так хорошо очень знала, ну вот просто, если бы ты его хорошо знала, не получилось бы вот взять и хоп, написать там республиканскую на первое место. То же самое ты, ну в детстве, наверное, экономику не знал, но и ты бы и не знал дальше, если бы ты ее не развивал. Я думаю, сегодня у нас подкаст вышел очень классно, можно долго-долго говорить, тема такая широкая, но мы как бы обошлись таким маленьким кругом. Ну, обязательно в будущем еще к этой теме вернемся. Предлагаю закончить подкаст такой интересной рубрикой. Вот у вас какое-то сейчас настроение есть, какие-то эмоции и какие-то выводы вы для себя сделали. Ну, какой первый главный вывод? Лидером быть это, конечно, нужно по мере своих возможностей. То есть не надо себя заставлять, но если ты хочешь и если ты можешь, обязательно надо к этому стремиться. Давайте закончим подкаст вот 3 словами. Просто ничего лишнего. 1 слово, точка, 2 слова, точка, 3 слова, точка. Заканчиваем, камеру выключаем. Просто насчет лидерства, насчет себя, насчет любой темы, просто после подкаста ваши ощущения. Кто начнет? Давай. 3 слова. 3 слова. Подписывайтесь на канал. Ладно, так, а если серьезно, то интересно, вдохновляюще. И это уже 3 слово, нет, короче, я и не говорил. И прикольно. Прикольно, интересно, вдохновляюще. Все равно чуть больше 3 слов вышло, но ничего страшного. Это показывает, насколько понравился сегодняшний наш подкаст. Аяру, ваши 3 слова. Мен оны қысқаша жолдаумен бітіргім келеді. Екінші болма лидер. Такой, сколько раз у нас фигурировала эта фраза, и мы как бы вернулись в начало, с чего начали. Обязательно следите, это наш не первый подкаст, Зияткер Life. Life от слова «жизнь», нет, в переводе с английского. Мы будем показывать нашу школьную жизнь, насколько она интересна, своеобразна. Сегодня с вами были Аяру, Адель Аяру, 11 Си, Нурдулет Хайдар, 12 И класс. Я в конце уже не ошиблюсь. И пока что еще я не могу сказать бессменный ведущий, но просто ведущий вашего подкаста Баймуканов Анис. Классно, в самом конце только представился. Давайте, будьте с нами, следите за нами, и обязательно в будущем вас ждет еще больше интересных выпусков. И до новых встреч! Bye-bye!